Рабочий день для сотрудников НТРК Ингушетия начался с сигнала пожарной тревоги. Внеочередные учения по пожарной безопасности сегодня прошли на телерадиокомпании. Профилактические мероприятия проходят в соответствии с поручением главы Ингушетии. В течение 10 дней подобные проверки пройдут по всей республике. Внимание, внимание! В здании НТРК возгорание. Всем срочно покинуть помещение. Не успели наши коллеги занять свои рабочие места, как они снова пустеют. Всего минута, и в здании уже никого. Пожарные выходы, как и положено, открыты. В каждом отделе знают, какой из них ближайший к ним. Общий сбор во дворе. Построение строго по отделам, чтобы каждый начальник смог проверить, и все ли вышли. Учитывая, что здание трехэтажное, важно уложиться в 2 минуты. Впрочем, на этот раз хватило и одной. В каждом коридоре у нас есть направление к ближайшим дверям для аварийного выхода, для пожарного выхода персонала нашего. Объяснять кому-то, куда идти и что делать, нет необходимости. Такие учения, помимо тех, что проводятся МЧСниками каждые полгода, на телекомпании не редкость. Алгоритм действий знаком каждому сотруднику. Впрочем, если и не знаком, достаточно оглянуться по сторонам. Вся необходимая информация на виду. На каждом этаже и лестничных пролетах. Информационные стенды и инструкции, не говоря уже о пожарных гидрантах. Огнетушители. Автономная система пожарной сигнализации включается от малейшего задымления. Аварийные кнопки тоже расположены невысоко. Дотянуться может каждый. А в прошлом году по распоряжению директора телекомпании даже создана добровольная пожарная команда, в которую входят 7 человек. В нашу обязанности входит плановая эвакуация людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мы людей выводим на безопасное расстояние, полностью выводим их. Потом звоним в пожарную службу, в ЧС, встречаем дежурные звенья, которые приезжают на ликвидацию чрезвычайной ситуации. И по мере возможности помогаем им в содействии тушению пожара и каких-либо других действий. Такая внеплановая проверка на НТРК проводится в рамках поручения главы региона. Жестоким уроком и напоминанием о том, что необходимо уделить самое пристальное внимание именно мерам безопасности на соцобъектах, стала трагедия в Кемерове. Эту боль вместе с родными погибших и пострадавших полностью разделяют и наши коллеги. Кемерово, мы с тобой. Слова поддержки родным звучат не только по всей стране, но и далеко за пределами. В соцсетях запущен массовый флешмоб. Только на Инстаграм больше 40 тысяч публикаций. К акции присоединились и наши коллеги. Кемерово, мы с тобой. Кемерово, мы с тобой. Кемерово, мы с тобой. Кемерово, мы с вами. Эта страшная трагедия в Кемерово сплотила всю страну, всех людей. Я думаю, что никто не остался равнодушным, потому что невозможно остаться в стороне от этой трагедии. И это как раз тот самый случай, когда от взрослых, от действия взрослых людей зависит не только будущее детей, а зависит их жизнь, их благополучие. Просматривая эти видеоролики, которыми сейчас пестрит интернет, невозможно просто так на них наблюдать и сдерживать слезы. Это, естественно, эмоции, и вот эта паника, которая там передается, она передает нам эти ощущения, и не знаем, как бы поступили бы мы сами, особенно вот те, у кого есть дети. Представьте, ваш ребенок закрыт в кинотеатре, он вам звонит и просит вас о помощи, а вы не можете ничего сделать. По указу президента страны 28 марта объявлен днем общенационального траура. Хади Добриева, Магомед Дидигов, Рамзан Миржоев, Новости 24.